чат я не смогу посмотреть. Здравствуйте, уважаемые коллеги, филологи. Сегодня мы с вами встречаемся по теме, которая сейчас самая актуальна для учителей основной школы, а именно типичные ошибки и затруднения учащихся в ОГЭ по русскому языку. Так, о переключении. Но для начала давайте мы с вами посмотрим, с чем мы с вами закончили предыдущий год. Итак, это результаты 2019 года. Конечно, вы можете сказать, что модель у нас изменилась, и зачем нам результаты 2019. Но тем не менее. Посмотрите, по отметкам у нас с вами прекрасная картина. Если суммировать всех обучающихся с четверками и с пятерками, то у нас почти 72% выпускников сдали ОГЭ по русскому языку. Просто замечательно. Ну, суммарный первичный балл за работу, что дает, мы видим с вами, да? То есть, получается, эти дети получили от 25 баллов и даже от 34 баллов. То есть, картина очень положительная. То есть, это то, что, наверное, вы и так знаете. Простите. Ага. Теперь давайте посмотрим динамику результатов основного государственного экзамена по русскому языку за 3 года. Я дала и в табличном виде, и в диаграмме, ну и вы видите. Во-первых, количество учащихся у нас, конечно, постоянно разное. То есть количество детей каждый год разное выпускается, и поэтому проценты одно, а количество детей суммарно это другое. Но тем не менее, посмотрите, за 3 года количество двоек выросло в 2 раза. Количество, троек, ну так скажем, в районе 3% колеблется. Количество четверок, ну, тоже где-то 3% колеблется. И количество пятерок, ну, здесь колебания побольше, где-то 10%. Но в любом случае за последний год у нас выросло количество троек, так, выросло количество четверок, но количество пятерок снизилось. И лучшие результаты по показателю качества обучения у нас продемонстрировал, конечно, ВУКТыл. Он часто показывает хорошие результаты, это 80%. У остальных меньше. Оптимальными результатами мы обычно считаем это 80% обучающихся. Ну, то есть, вот так вот ничего вроде бы не предвещающего плохое нет. То есть усвоили дети навык написания, и тестовые части, и первой и третьей части основного государственного экзамена. В хорошем ритме работают педагоги, выпускающие основные классы. И, в общем-то, все хорошо. Но давайте теперь посмотрим на то, что мы впереди можем прогнозировать. Ну, давайте сначала посмотрим только тестовую часть. Я взяла 16 год и 19 год. Желтым я выделила то, что у нас с вами упало. Это задание номер 2. Это задание номер 5 и 6. Это задание номер 8, 9, 10, 11. И, в общем-то, видите, на 10% упало выполнение тестовой части. То есть, если я на предыдущих кадрах показала оценочные, то есть это отметки, но отметки, они не показывают сути происходящих процессов. То есть здесь мы видим, что на 10% упало именно выполнение тестовой части ЕГЭ. Что упало? Ну, прежде всего, понимание текста. Далее, лексические, задания. Суффиксы различных частей речи, которые выполняются плохо традиционно в ЕГЭ. Дальше, синтаксис. И тем не менее, вот красным цветом я выделила для вас это то, что почему-то выросло как на дрожжах. Это, во-первых, пунктуационный анализ, это синтаксический анализ сложного предложения и сложное предложение с разными видами связи между частями. Как вы понимаете, это труднейшее задание в ЕГЭ 11 класс. Но, тем не менее, запомним, что среднее значение по тестовой части за 3 года упали на почти 10%.
Теперь давайте проанализируем те задания, хотя бы одно, хотя бы несколько. Почему у них были низкие результаты выполнения, то есть предположения. Итак, вот они здесь перечислены. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11. И давайте посмотрим, какие типы тестовых заданий там были даны. Итак, задание номер 2, самый легкий вид тестового задания, закрытый тип – это выбор ответа. И здесь, конечно, возможные причины затруднений учащихся – это прежде всего неумение работать с информацией. То есть, когда они читают, но не понимают, что они читают. Кстати, вот это очень хорошо видно, когда сидишь на устном итоговом собеседовании. Читают дети хорошо, пересказывают более-менее хорошо, но когда идет уже разговор и нужно отвечать на вопросы, здесь уже, конечно, значительно хуже. Так, задание на правописание суффиксов различных частей речи. Что мы видим? Это открытое уже задание. И нужно ответ найти по двум заданным параметрам. И я полагаю, что именно то, что здесь два параметра сразу же, то это или незнакомый тип задач. То есть возможно, что учащиеся не имели дела с подобными типовыми задачами на уроках языка. Возможно еще, что сложность самой установочной части в заданиях. То есть они читают задание, и возможно, что они никогда не работали именно с текстом задания, или все время слышали от учителя, что там суть задания. Когда оказались на экзамене, возможно, забыли то, что говорил учитель, и не смогли сами интерпретировать это задание. Задание номер 6, тоже открытый тип, на преобразование. Возможно, что здесь или сложность языкового материала, то есть дано то, что они просто никогда не делали. Там, вы помните, в демонстрационной версии нужно подобрать аналог разговорному слову, литературный, аналог. Задание номер 8, грамматическая основа предложения. По одному параметру найти те правильные ответы, где грамматическая основа указана разная. Здесь, конечно же, это действительно сложная вещь, потому что здесь нужно столько всего восстановить в своей теории. Это и чем может быть выражено подлежащее, и чем может быть выражено сказуемое. Какие типы сказуемых здесь привлечены. То есть это сложное и вправду задание. Осложненное простое предложение – тоже открытый тип тестового задания по одному заданному параметру. Точно так же в 10, точно так же в 11. Я полагаю, что здесь прежде всего, во-первых, возможно, привлекается сложный языковой материал, возможно, что не восстановлена была в памяти лингвистическая теория. Это когда ты действительно знаешь способы выражения сказуемого, способы выражения подлежащего. Ты просто забыл, что такое вводные слова и где тогда их найти в предложении. Ты не знаешь, где границы между простым предложением. Вернее, ты, может быть, и знаешь, и даже запятую поставишь, но ты не понимаешь терминологию, используемую в задании, то есть в установочной части. Или же, возможно, что очень мало занимался учитель по разделению, текста, вернее, можно любое предложение, это маленький текст, разделению этого предложения на эти составные части, на взаимосвязь этих частей. Простые предложения, как они живут в составе сложного предложения, что такое части сложного предложения, как простые предложения живут в части сложного предложения. Еще у нас сложное предложение – это 9 класс. 8 класс – это традиционно простое предложение, синтаксис простого и пунктуация. А в 9 классе, конечно же, у нас самые сложные темы идут именно сейчас, во второй половине года учебного. Поскольку первую половину года, я так думаю, учителя были больше заняты устным итоговым собеседованием, то сейчас, скорее всего, что они успеют сделать, то и наработают. Таким образом, я все-таки полагаю, что
низкие результаты выполнения этих заданий вызваны прежде всего тем, что могут быть, значит, сложная лингвистическая теория привлечена, которая была не освоена детьми. Дальше не отработаны лингвистические умения, и сам материал, который предлагается заданию, сложен или сложна формулировка установочной части задания. Например, вот давайте проанализируем задание номер 5. Из предложений 14-16 выпишите слово, в котором правописание суффикса является исключением из правила. Вы посмотрите, сколько нужно ребенку здесь, значит, алгоритмически вычленить, да, что ему надо сделать. Ну, во-первых, найти слова, имеющие в составе суффикс. Ведь часть речи не указана, а слов в 14, включая 16 предложение, много, и суффиксов много. Дальше. Надо в этих частях речи уметь вычленять суффиксы. Далее, надо знать правописание суффиксов частей речи. Далее, надо знать исключения из этих правил. То есть, посмотрите, 4 пункта нужно ребенку вот все это в голове своей восстановить и пройти по этим пунктам. То есть, из установочной части задания он должен выполнить такие мыслительные операции по поиску, по анализу, по вычленению и по применению теории. И вот действия учащегося. Вот эти 3 предложения. Выделила я жирным те слова, которые содержат суффикс. Так, вот я выделила суффиксы в каждом слове, который встретился в этом задании. И, конечно же, это, предположим, может быть для учителя и для сильного учащегося вот этот ан, ян просто сразу в глаза бросится, да? А если нет, ведь он каждое слово будет просматривать. А нет ли здесь случайно какого-то исключения, которое я не знаю, пропустил, забыл и так далее. И поэтому он подвергнет сомнению каждое слово, содержащее суффикс, в этих предложениях. И только, может быть, потом он увидит слово, которое он знает. Хорошо, там слова стеклянные, оловянные, деревянные. Ну, скажете, ну, какой ученик этого не знает. А если это более сложные слова? Ну, например, там встретится слово исключение милостивый или юродивый, или еще какое-то слово, которое, или, например, зиждется. И он скажет: боже мой, я не знаю этого правила, это слово, я не предполагал, что это тоже исключение. Таким образом, задание номер 5 показывает, как много нужно проделать ребенку для того, чтобы решить это задание. Я полагаю, что именно вот из-за сложности всего того, что нужно сделать ребенку, отсюда такие низкие результаты выполнения. Теперь у нас в нашей модели 2020 коренным образом изменилась тестовая часть. Но это не значит, что она стала легче. Я полагаю, что она стала труднее. Итак, давайте посмотрим. У нас с вами со 2 по 8 задание тестовое задание. То есть, прежде всего, изменилось количественно. Значит, и вроде бы, казалось бы, это, наверное, хорошо, скажете вы. Но давайте посмотрим, что у нас за задание. Итак, задание номер 2. Тоже найти грамматическую основу. Мы искали ее раньше, скажете вы. Но дело в том, что теперь у нас открытый тип тестового задания, то есть много, расширен языковой материал. И понятное дело, что теперь не просто найти одну грамматическую основу, а надо пересмотреть не менее 5 вариантов вот этой грамматической основы. Задание номер 3 просто стало в формате ЕГЭ. То есть понятно, что это подготовка на задание ЕГЭ, которое, конечно, может быть, тоже будет меняться, но это пунктуационный анализ для ЕГЭ. Задание номер 4 на преобразование. Но оно практически повторяет задание номер 7 предыдущей модели, поэтому о нем говорить не будем. Задание номер 5. А вот здесь уже сложнее. Орфографический анализ. Да, там закрытый тип тестового задания. Но дело в том, что здесь человеку, то есть учащемуся, нужно вспомнить прежде всего теорию. Мы с вами в ЕГЭ знаем, что еще ставить пропущенную букву ребенку легче, чем вспомнить, сгруппировать
классифицировать данный ему вот языковой материал по отношению к какому-либо правилу. Даже вот задание номер 9 ЕГЭ, казалось бы, что тут трудного? Разделить слова на безударные проверяемые, на безударные непроверяемые и на безударные чередующиеся. Но именно это почему-то является препятствием для того, чтобы хорошо выполнить это задание. То есть сгруппировать по правилу, а не по вставленной букве. В задании номер 21 тоже нужно, уже знаки препинания поставлены. То есть самому этого делать не надо. Надо просто сгруппировать по теоретическому правилу. И это снова является осложнением. Поэтому я думаю, что вот задание номер 5 с орфографическим анализом, оно, скорее всего, вызовет затруднение, именно потому что здесь нужно привлекать теорию, а не практику. Задание номер 6. Здесь оно тоже в формате ЕГЭ. То есть абсолютно похожее задание, какое у нас есть в 11 классе. И понятное дело, что дети к нему будут пока, скорее всего, не готовы. Задание номер 7. Анализ средств выразительности. Здесь, значит, множественный выбор – это уже усложнение задания. Конечно, оно похоже на задание предыдущей модели номер 3, но множественность выбора уже поставит детей в тупик. И задание номер 8 тоже дано в формате ЕГЭ. Итак, из тех заданий, которые у нас есть в ЕГЭ модели 2020, у нас в формате ЕГЭ раз задание, 2 задания, 3 задания. То есть практически все изменилось, и только задание 4, можно сказать, осталось примерно таким же, каким было. Но везде усложнения, везде сложности. И если, конечно, учащиеся вместе с преподавателями не отработали эти типовые задания, не поработали с установочной частью, не рассмотрели разнообразный языковой материал, не восстановили в памяти лингвистическую теорию, не отработали все это на практике, то, конечно, можно ожидать, что отметки у нас будут не столь прекрасны, как раньше. Что именно нужно восстановить в работе с учащимися, готовясь к тестовой части? Ну, во-первых, это, конечно, словосочетание. Это согласование, управление, примыкание. Вот это первый теоретический блок. Второй теоретический блок – это виды синонимии в языке. Лексическая синонимия, фразеологическая синонимия, грамматическая и синтаксическая. То есть вот эти задания, они наиболее сложны для детей, потому что им нужно будет объяснить, что такое вообще синтаксическая синонимия. Это законы языка, это правила, это система языка. К сожалению, вот так вот системно с учащимися учитель не находит времени заниматься с тем, чтобы понимать, вернее, давать им понять, что одно слово может быть заменено словосочетанием, словосочетание может быть заменено оборотом, оборот может быть заменен целым предложением. Такой же путь можно пройти обратно. И вот эта вот взаимозаменяемость языковых единиц, к сожалению, для них, вот, скажем так, остается пока на уровне, может быть, слышали, но, может быть, еще не освоили и не поняли. Далее, конечно, основа всего – это грамматическая основа, вот этот теоретический материал, причем в полном объеме, и средства выразительности. То есть, во-первых, со всеми этими понятиями, а затем работа со всеми этими правилами. Самое главное, что дети должны освоить. Нужно прежде всего обязательно уметь слова делить на морфемы. И дальше это знание должно быть взаимосвязано с частью речи. Если ты знаешь морфему, если ты знаешь, в какой части речи, то тогда это правило работает. Если ты на морфемы делить не умеешь, правила выучил, но на морфемы делить не умеешь, ничего не получится. Правила выучил, части речи не различаешь, не получится. То есть нужно объединенное знание, вот эта взаимосвязь части речи и места орфограммы. То есть 2 умения – это морфемный анализ и распознавание частей речи. К сожалению, у нас
морфемный анализ в 6 классе, и, может быть, какие-то учителя обращаются к этому умению делить на морфемы слова. Но я так полагаю, что оно должно продолжаться и в 7, и в 8, да везде, и всюду, и всегда. То есть доносить до детей, что весь наш язык состоит из кирпичиков, слова состоят из звуков, затем состоят из морфем, предложения состоят из частей речи, вернее, из членов предложения, выраженных разными частями речи, и что все это взаимосвязи, взаимосвязи, взаимосвязи. Какие ожидаемые трудности у нас в тесте будут? Итак, задание номер 2. Значит, нам нужно обязательно увеличить объем языкового материала и умений лингвистической компетенции. Вспомнить всевозможные способы выражения подлежащего. Особенно, если это выражается какое-то множество, части чего-либо. Да? Дальше обязательно все типы сказуемых. Простое глагольное, составное глагольное сказуемое и составное именное сказуемое. Иначе они просто не решат эту задачу. В пунктуационном анализе нужно повторить все возможные знаки препинания в простом предложении с осложняющими элементами внутри, сложного предложения. То есть вот сложное предложение, вот его границы, вот здесь одно простое, здесь второе простое, а теперь в каждом простом какие здесь находятся осложняющие элементы. Задание номер 4 у нас справляются примерно 87% обучающихся. Может быть, здесь и не будет никаких у нас затруднений. Задание номер 5, как я уже сказала, в орфографическом анализе. Вот это опора на знание правил, правописание различных частей речи, вот в приставках, в корнях, в суффиксах и в окончаниях. В задании номер 6 задание новое, но в русле традиционной информационной переработки текста, как я уже сказала, в формате ЕГЭ. То есть вот посмотрите, вот красным выделено мною то, что мне кажется, на что нужно сделать акцент в подготовке к ОГЭ этого года. Пожалуйста, я тут еще, подготовила табличный вид. Итак, если, например, местонахождение, часть речи, да, нужно повторить правописание приставок в зависимости от части речи. Итак, часть речи, правописание существительных, правописание прилагательных в зависимости от того, где находится орфограмма, правописание числительных. И вот по каждому пункту в зависимости от части речи. И затем, в зависимости от места нахождения орфограммы, в зависимости от части речи, повторить все правила, компонуя их в блоки повторения. Поэтому таким образом получается, что для одного решения вот этого задания нужно повторить весь орфографический блок, начиная с 5 по 7 класс. И, конечно же, у детей возникнет закономерный вопрос, зачем нам ради 1 балла столько повторять. Это уже вопрос не ко мне. Что еще нужно сделать в повторении курса синтаксиса? Еще раз напишу. Нахождение грамматических основ, способы выражения подлежащих. Особенно не забудьте про союзные слова в качестве подлежащих в сложном предложении. Типы сказуемых. Односоставные предложения, осложняющие элементы в простом предложении, особенно уточняющие члены предложения, дети вообще забывают о существовании таковых. Особенно, например, простые предложения с составными конструкциями или сводными предложениями. Они их путают со сложными предложениями. Конечно, все сложные предложения, все виды сложных предложений, обязательно прямая речь, и сложные предложения с разными видами связи. И понятно, что как основные правила, так и исключения из правил. Что здесь можно наработать? Это, конечно, предложения писать, писать и писать, и простые, и сложные. Искать грамматические основы, выраженные различными частями речи, и фразеологическими оборотами, и всеми видами сказуемых. И обязательно работать со схемами предложений. Без схематического видения состава предложений, к сожалению,
мало что можно получить хороший результат. Постановка знаков препинания обязательно с объяснениями постановки знаков препинания с опорой на правила. Правила должны звучать, терминология должна звучать для того, чтобы дети правильно понимали установочную часть задания. Ну вот рекомендации я здесь написала. Итак, значит, в разборе простого предложения это определение синтаксической роли, частей речи, оборотов предложений, вводных конструкций. Прежде всего, конечно, еще и на уровень понимания, зачем нужны осложняющие элементы в предложении. Да? Определение грамматических основ, выраженных разными частями речи, что такое грамматическая основа, что такое главный член предложения, как, может быть, выражены эти главные члены предложения, определение второстепенных членов предложения, выраженных разными способами, определение, выраженное инфинитивом, значит, выражено фразеологизмом, то есть, прежде всего, что эти слова делают в предложении, какую они играют там синтаксическую роль. Эти же слова в другом предложении будут исполнять другую синтаксическую роль. К сожалению, наши дети мало понимают слово «роль», и поэтому не всегда понимают, зачем предложение. Мало того, что ты подчеркиваешь подлежащий сказуемый, зачем нужно сверху писать какая-то часть речи. То есть обычно я это аналогию делаю с театром. Говорю, дети, говорю, у нас актеры одни, может быть, и те же, но играют они в каждом спектакле разные роли. И поэтому часть речи – это актер, а ту роль, которую он исполняет, это член предложения. Любыми способами старайтесь добиться понимания, что такое синтаксическая роль, что такое синтаксическая синонимия. И поэтому взаимосвязь между определением и придаточным определительным, между причастным оборотом, оборотом выраженным прилагательным зависимым словами, существительным зависимым словами, о том, что они все равно отвечают на вопрос «какой?», обстоятельства, придаточные обстоятельственные, дополнение придаточные, изъяснительные. Вот работа с синонимией, мне кажется, что как раз в 9 классе это такой благодатный материал. И есть учебники, есть значит, сборники, которые дают обширный материал для того, чтобы показать, как легко все это взаимозаменяется. Ну, может быть, конечно, вы скажете, что, опять же, эта игра не стоит свеч, что это для более сложного уровня, может быть, это только для 10-11 класса. Но в 10-11 классе теория уже настолько прочно забыта, что они даже просто вот, когда мы говорим с ними, я говорю им придаточное, изъяснительное, придаточное, определительное, у них уже такой прозрачный взгляд, и приходится заново восстанавливать всю терминологию, которую они, конечно, заслышали, но за лето забыли. Итак, какое у нас обобщение по тестовой части модели 2020? Ну, во-первых, что мы видим? Лингвистическая, языковая и коммуникативная компетенция. Что мы видим? У нас большинство заданий связано не с лингвистической компетенцией, а с языковой и с коммуникативной. То есть и в ЕГЭ, и в ОГЭ мы видим одну и ту же тенденцию. Смещение заданий, смещение всего именно куда? А правильно, это в языковую компетентность, то есть умение правильно писать, знать правила, применять их в правописании и в тексты, понимание текста в работу с информацией. В ОГЭ акцент сделан на проверке практической грамотности и навыков из области коммуникативной компетенции. Конечно, потом, когда они приходят в 10 класс, видят первый раз демоверсию ЕГЭ, они видят, что то, что, казалось бы, они благополучно сдали в 9 классе, возвращается к ним в большем объеме. То есть гораздо больший диапазон того, что было пройдено с 5 по 9 класс. Для них это является неприятным открытием. И поэтому, когда мы решаем уже, составляем алгоритм по решению каждого задания в ЕГЭ, мы видим, что у них сохраняется от основной школы это неумение опознавать правила. То есть они их не учили наизусть, правила не узнают, не могут продолжить его. Дальше не умеют группировать слова.
в соответствии с каким-то параметром. Так? Дальше, не умеют работать вообще по алгоритму. Вообще, честно говоря, когда в 10 классе я знакомлюсь с понятием алгоритма решения задачи, они удивляются, что это можно делать на русском языке. Алгоритмы для них это математика, скажем, да, информатика, но не русский язык. Но поскольку у нас дети слабые, во всяком случае, чаще всего и больше всего именно слабых детей, то как раз именно работа с алгоритмами является наиболее в этом смысле обещающий, многообещающий для таких детей, чтобы они хотя бы прошли те баллы, которые необходимы для получения аттестата. Это, собственно, наша с вами главная задача, чтобы они вышли из школы с аттестатом. Ну, дальше, если хорошо, если они наберут 17 баллов, чтобы они имели право поступить куда-либо, показать свой сертификат. Ну и если более амбициозные задачи, то тем более. Ну и, конечно же, работа с информацией. Это несмотря на то, что у ГЭ, в общем-то, целых 2 части. Первая и третья часть – это работа с информацией. Казалось бы, вот они, сдав прекрасно первую часть, то есть изложение, сдав, значит, устное итоговое собеседование, тоже работа с информацией, сдав третью часть, выбрав там задание 9.1, 9.2, 9.3, должны прийти в 10 класс с умением работать с информацией. Увы, к сожалению, вот такой взаимосвязи не обнаруживается. И поэтому анализировать информацию, обобщать информацию, работать со схемами, понятие логики очень трудно понимают, что такое отсутствие логической связи. То есть вот то, как я здесь вот написала, понятия, логика, связи, схемы, то есть работая на метапредметном уровне на уроке русского языка, рисование схем, стрелочек, вот эти взаимосвязи, они смотрят и понимают, что на таком уровне работа не велась в основной школе. А в часах-то мы ограничены. И если у нас, вы сейчас понимаете, что мы с вами вступаем в эпоху федеральных государственных образовательных стандартов старшей школы, где учебный план может вам выделить всего лишь на урок русского языка 1 час. Ну, конечно, вы можете сказать, ну, мы элективами доберем. Ну, доберете в том случае, если дети выберут эти элективы. Таким образом, получается, что а где вот эту метапредметную составляющую мы сможем с вами в старшей школе догнать, добрать то, что было не сделано в основной школе? Вот вопрос с вопросов. Итак, что главное я хотела донести, говоря о тестовой части ВГ. Итак, у нас по баллам с вами, вот расчет, как я вот погуглила, примерно будет такой же, да, предположим, только количество баллов уменьшилось, но тройка все равно начинается с 15 баллов. А что это значит? Это означает, что вы получить 3 нужно 15 баллов, правда, там раньше 13, но это не важно, это несущественно. Но дело в том, что у нас была большая тестовая часть. Ребенок мог основное количество баллов набрать за счет тестовой части. Но теперь у нас тестовая часть сжалась, как шагреневая кожа. Более того, задания усложнились, как мы с вами посмотрели. И теперь получается, чтобы ребенку получить удовлетворительно, ему никак не обойтись без написания сжатого изложения и сочинения. И как я внизу вам написала, в сжатом изложении, в сочинении раньше прятались отметки 4 и 5. А так можно было за счет тестовой части получил свою тройку и хорош. А теперь тройка спрятана тоже в первой части и в третьей части. Им не миновать теперь работать с информацией. Таким образом, учителям нужно сделать акцент теперь, может быть, даже не на усложненные эти задания тестовой части, а как раз перевести все свои усилия на сжатое изложение и на сочинение. Ну, давайте теперь обратимся к заданиям с развернутыми ответами. И хотя они у нас традиционные, тем не менее, как вы понимаете, здесь тоже есть свои новости. Ну, давайте посмотрим, как мы писали выполнение части номер 1 и 2. То есть, опять же, я не говорю про отметки.
Итак, давайте посмотрим. Значит, про тест мы увидели, что у нас тест на 10% примерно так, ну 9% снизился. Сжатое изложение, вот посмотрите, у нас практически тренд одинаковый, даже меньше процента. Таким образом, получается, что изложение нами освоено на приличном таком уровне. Сочинение вообще нас радует. Посмотрите, с 2016 года у нас почти на 15%, даже больше, выросло выполнение баллов за сочинение. Дальше. У нас почти на 10% выросла грамотность, которая дается за изложение и за сочинение. Это очень воодушевляющие ответы. Таким образом, значит, ровный тренд выполнения сжатого изложения, значит, там баллы дети свои получат. Так, дальше. Рост баллов по сочинению и за грамотность гарантированно, скажем так, да? И динамика, в общем-то, хорошая. Итак, тест, видите, снижается, а за коммуникативную компетенцию и за языковую грамотность баллы повышаются. И вот только здесь я вижу резерв того, что не будет обвального какого-то количества двоек у нас в ОГЭ 2020, потому что есть у нас та база, в которой дети найдут свои баллы и получат свои и тройки, и четверки, и пятерки. Итак, давайте посмотрим сжатое изложение по критериям. Итак, у нас там 3 критерия. Содержание, компрессия, собственно, текста, приема сжатия, ну и цельность, логичность, связность текста созданного. Как вы видите, самое слабое место у нас все-таки прием сжатия. Дети по-прежнему сжимают текст, но, видимо, недостаточно хорошо. Не разнообразно, во-первых, однотипный прием используют сжатие, и поэтому вот на уровне 68-67% это такой уровень посредственный. С содержанием изложения получше, и с цельностью, связностью, последовательностью тоже лучше. Ну, значит, здесь вот можно сказать, надо будет сделать акцент в работе на приемы сжатия. Ну, как раз вот именно здесь. И я предвещаю сложности. Итак, какие прогнозирую я сложности? Ну, во-первых, у нас изменилась с вами нашей модели, значит, текст. То есть, если у нас раньше было тексторассуждение из года в год, мы работали с одним типом речи, мы научили детей, как работать с таким типом речи. Нам нужно было передать микротемы. И в модели 2020, здравствуйте, новая версия. Нам дается текст, который в себе содержит разные типы речи. Что такое разные функционально-смысловые типы речи? Это значит разные способы сжатия и разные места сжатия. Это будет дополнительной сложности, во-первых, для самих экспертов ОГЭ, так полагаю, и для детей, и для педагогов. Итак, значит, что здесь можно порекомендовать? Ну, во-первых, не пытайтесь сразу работать с детьми на аудиальном уровне, то есть только на слух. Сначала мощная работа должна быть проведена на визуальном уровне. То есть когда они работают с текстом, который они видят, и если они в нем начнут разбираться, где, как сжимать, да, то тогда и на слух они будут применять эти же приемы. Ну, во-первых, для этого, конечно, для начала им нужно различать типы речи. То есть понимать, какое коммуникативное намерение у текста рассуждения, да, какова структура текста рассуждения, да, какова логика данного текста, какие вопросы можно задать к этому тексту, чтобы точно не ошибиться в том, что это рассуждение. Дальше описание. С описанием мало уже работаем в старшем звене. Чаще всего это 5, 6, может быть 7 класс. И поэтому коммуникативное намерение. Для чего нужно человеку описание, да, говорящему, пишущему? Какова структура текста описания? Какова логика текста описания? Как его отличить от того же, например, рассуждения?
Ну и повествование. Повествование, которым тоже занимались только в 5, 6, может быть, 7 классе. Так, какова структура текста повествования? Какая логика текста повествования? То есть различать сначала визуально. Ну, понимаю, что здесь у нас учебник, к сожалению, не дает обширного материала для того, чтобы искать такие упражнения, где были бы представлены разные типы речи. Ну и получается, что дидактического материала, если нет, учитель вынужден сам собирать такие задания, где небольшие фрагменты текстов, и докажите, что это рассуждение, что это описание, что это повествование. Найдите структуру, выделите эту структуру в этом фрагменте текста, задайте вопросы к этому тексту, докажите, что это данный тип речи, тот, который вы утверждаете. Таким образом, без того, чтобы дети различали текст, мы дальше просто никуда не пойдем. Учитывая то, что нам еще написали, что там жанровые будут разные тексты, а это значит, что там путевые там заметки, еще что-то, там будет сильна прежде всего личность человека-рассказчика, так? Эмоциональная составляющая. Но при компрессии текста придется все это убрать. То есть всю эмоциональную составляющую придется выжать и оставить только вот сухой остаток, потому что у нас очень сильное сжатие. Значит, тексты под 250-270 слов надо выжать до 70 слов, то есть это 2/3 текста убрать. Это очень сильная компрессия. И поэтому здесь, конечно, получается, что останется именно сухой остаток. Дальше пойдемте. Итак, информационная переработка текста, а сжатие это именно это, предполагает, что учитель научит детей членить информацию на главную и второстепенную в зависимости от типа речи. Ну, просто никак по-другому. И поэтому, если текст не понят, если там не определен тип речи, тогда он и не знает, ради чего написан этот текст, а значит, что главное в нем не знает, что второстепенное в нем не знает, что здесь можно удалить, а что удалять нельзя. То есть он должен принять решение о способах сжатия на содержательном уровне, да, прежде всего исключение и обобщение. Дальше применение сжатия на языковом уровне. Я здесь использую замену, я использую исключение. После того, как сжал, посмотри, пожалуйста, ты не потерял при этом, то есть при сжатии ты не выбросил, так сказать, ребенка вместе с водой, не выплеснул, сохранен ли вот этот коммуникативный замысел, да, цель, мотив написания этого текста. И, конечно же, обязательно нужно понимать, что все, что у тебя осталось после сокращения, это все равно текст. А значит, у него что должна быть? Взаимосвязь между абзацами, да? Логика должна быть, да? Абзацное членение должно быть, взаимосвязи на уровне того, что не должно быть повторов. То есть текст должен быть отредактирован. Да, это текст маленький, но это все равно текст. Поэтому здесь с детьми надо работать, вот опять же алгоритмически, чтобы ребенок был вооружен таким знанием. Какая моя будет логика записи первичной при прослушивании этого текста, с учетом того, что в тексте могут быть разные типы речи. Итак, давайте возьмем повествование. Вот, значит, вначале у меня дано построение текста повествования. Значит, абзацный зачин, в котором обязательно сообщается, значит, время, когда совершалось это событие, да, место действия, даже если оно высказано так, как в сказке, там давным-давно, да, где в некотором царстве, в некотором государстве. Далее, как у нас дальнейшее происходит событийный ряд, кто у нас участвует в этих событиях, 1 человек, 2 человека, много человек, да. Далее, обязательно чем-то в финале заканчивается вся эта история. И поэтому, если он примерно знает, как строится повествование, теперь ему нужно понимать, что я могу для себя здесь зафиксировать при этом прочтении, а далее
в какой последовательности совершает действие первый герой, если их там несколько, да? Меняется ли при этом время, меняется ли при этом место, которое совершается в действии. То есть ему нужно смотреть за последовательностью действий героев, за последовательностью изменения пространства, то есть места, и за последовательностью временной. И где же тогда ребенок должен понимать, где он должен сокращать? Может он убрать место и время? Конечно, нет. Может он не упомянуть о том, что место и время поменялось? Конечно, нет. Тогда где же сокращение должно быть? Вот это языковое, содержательное. И мы понимаем, что именно в толстой части текста повествования, а именно когда у нас герой и что он делает. Потому что действия героя могут быть очень детально описаны, подробно, да? Ну, например, я встала, я потянулась, я взглянула на часы, я посмотрела в окно, я, прошлась по комнате, разминаясь, я вышла в коридор, я пошла на кухню. И так можно очень долго и детально описывать все мои действия. И теперь я могу как это все сократить? Правильно я могу сказать? Я встала и пошла завтракать на кухню. Таким образом, мы можем на уровне действий сократить вот это повествование. Далее, если там второй герой и тоже совершает достаточно подробное действие, я сокращу его. Если у нас написано, какой герой, идет элемент описания, предположим, его характеристика, возможно, его там портрет, возможно, место, там, где происходит действие, там есть пейзаж, значит, там присутствуют тип речи описания, значит, там я тоже буду сокращать. Таким образом, если там идет внутренний монолог героя, то есть он делает привычные действия, и при этом у него развивается внутренний монолог. Значит, в монологе я тоже должна произвести сокращение. Только надо знать, что я там могу сократить, а что я сократить не могу. Ну и развязку, конечно, я не могу убрать. Таким образом, логика записи учащегося и логика его размышления по поводу того, что в повествовании я имею право убрать и что я убрать не могу. Итак, где я сошимаю? Где я не могу ничего сделать? Если перед вами описание, а там в тексте будет еще и описание, возможно, мы тоже должны знать, как строится, как структурно выглядит описание. Да? Это обязательно, предположим, объект данный или субъект описания, да? Общий, так сказать, сказано, вот, хорошо в лесу зимой. Угу. А дальше идут детали. И вот эти детали могут быть названы крупно. Ну, я вот даю пример, да? Деревья. Деревья в снегу. А могу еще и описать, какие деревья, как выглядит береза, как выглядит ель под снегом, как выглядит кустарник. Так? Дальше. Вторая крупная деталь описания, например, сугробы, там, снег, да? И я могу опять снежные лапы, которые на еле, вот так вот они выглядят, на березе, где снег. То есть, опять же, могу много что написать про снег и про сугробы. Третья крупная деталь. Следы, например, на снегу. Я могу просто сказать, что там тропинка со следами на снегу неких безвестных зверей. А могу просто сказать, что вот тут и следы тех-то, и следы тех-то, и следы тех-то. И, конечно же, обязательно какая-то авторская оценка. Что делать ребенку? Какова его логика размышления и где он должен сжимать? Итак, посмотрите, может он выбросить деревья? Не может. Может он выбросить снег? Не может. Может он выбросить следы на снегу? Не может, потому что это крупные детали описания. Но вот мелкие детали просто обязан выбросить. Таким образом, сжимаем мы в середине описания, там, где идет детализация. Там, где обобщающее слово, вот его оставляем,
Все остальное, что входит в это крупное обобщающее понятие, все, что вот, значит, мелкие детали, мы убираем. Таким образом, когда ребенок слушает текст, он слышит, ага, вот пошел портрет, вот пошел пейзаж, предположим, вот или интерьер, скажем, комнаты, да, и он понимает, так, на что обращает внимание автор? Так, шкаф, стул, там, стол, справа, слева, сверху, снизу. И вот тогда из этого он должен, во-первых, понять, как двигался взгляд автора. То есть если он начал вот отсюда и вот так, он же не может хаотично описывать, да, скажем, интерьер или портрет. То сначала может быть лицо, потом другие какие-то детали портрета. В любом случае он должен уловить, во-первых, логику, и эту логику потом соблюсти уже в сжатом тексте. Даже в самом общем виде, но логика должна быть соблюдена. Поэтому вот эти детали крупные оставляем, мелкие убираем. Оставляем первое предложение и оставляем авторскую оценку описания. Ну, а с рассуждением, поскольку мы все эти годы работали с рассуждением, мы понимаем, что здесь у нас уже отработано, в общем-то, и где мы сжимаем, мы можем, например, сжать в самой толстой части вот этого рассуждения. Там, где идет у нас аргументация и примеры. Ну, например, аргументы все имеют разные свойства. Какие-то аргументы весомые, такие, знаете, бронебойные, да, какие-то аргументы уже, скажем, менее, может быть, значимые, и мы можем их просто перечислить, предположим, да, как вот, через запятую. Дальше. Какие-то примеры оставим, потому что без него никак, а можем опять же перечислить через запятую. Но в любом случае, что мы оставляем в рассуждении? Правильно, мы оставляем тезис, главную мысль и вывод, который является повторением тезиса, но другими словами. Итак, к чему я все это говорила? Модель 2020 года показала нам совершенно иной текст для сжатого изложения. И дети могут быть не готовы к тому, что текст не такой, как раньше, что в нем не только рассуждения, а в нем разные типы речи. И от учителя он должен узнать, что вот в этом повествовании ваши действия таковы, в описании ваши действия таковы, а в рассуждении ваши действия таковы. То есть у него в этом смысле должно быть алгоритмичное такое мышление. Далее. Какие виды работ могут подготовить к изложению текста повествования? Ну, во-первых, дети должны, конечно, чувствовать, где идет деление на абзацы. Поэтому давайте им тексты, где абзацы убраны. Пожалуйста, вывели на слайд текст без абзацев. И пусть они делят сначала, видя, что они делят, а затем уже делая попытки делать это на слух. Дальше. Им нужно научиться устанавливать логические связи между абзацами. Видеть, что здесь один тип речи, а вот здесь уже пошел в другой тип речи. Дальше. Что здесь главное, что я оставлю, какие детали я могу убрать без того, чтобы текст исказился или утратил то, ради чего он был написан. Ну и, конечно, отработка приема сжатия. То есть те же глагольные ряды, понятно, что надо работать как с обобщающим понятием, так и с понятиями ограниченными. Ну и, конечно, процесс редактирования. Мы детям говорим, что в сжатом изложении все равно сохраняются те типы речи, которые использовал автор. Да, они объемно стали меньше, но они сохранили свой тип речи. Дальше обязательно соблюдать абзацное членение. Дальше абзацы не должны существовать сами по себе. Между ними должны быть логические связи. Дальше. Если предложение в результате того, что вы исключили, заменили, то вы должны восстановить цепную связь, если она была, последовательную связь, то есть использовать синонимы, использовать местоимения, возможно, повторы убрать, то есть все равно текст должен быть отредактирован. Ну, конечно, нормы сочетаемости слов
когда же вы заменяли слова, вы понимаете, что вы уже заменяли своими словами. То посмотрите, во-первых, являются ли они литературными. Вот. Ну и вот это помним, что сжатое предложение, хотя оно и короткое, но оно не должно быть бедным по содержанию. То есть коммуникативный замысел должен быть сохранен. Цель этого текста, да, то есть она должна быть просматриваем, и содержание должно быть не бедным. Давайте посмотрим демоверсию, которая у нас опубликована на сайте ФИПИ. Ну, я вот уже сразу же сделала деление на, здесь очень удобный в этом смысле текст, по типам речи, которые там используются. Первое – это повествование, второе – абзац описания, третье – рассуждение. Очень удобно как раз для отработки с детьми. Другое дело вот найти такие тексты, чтобы не на одном тексте работать, хотя можно и на одном тексте работать. Текст вам уже знакомый, и я думаю, вы так или иначе уже отрабатывали его вместе с обучающимися. Итак, сначала визуальная работа. Вот, пожалуйста, вот этот первый абзац. Это повествование, предварительная работа. Это место и время. Когда? Ну, здесь, конечно, будет сложно, потому что дети, вот по каким они должны понять тем словам, которые использовал автор, что это все-таки начало 20 века, конец 19. От них, конечно, и не требуется, но вот эта вот атмосферность, что это все-таки не 21 век, он как-то должен сохраниться, все, атмосферность должна сохраниться. Где происходит событие? Окрестные села Архангельска. Ну, Архангельска не знают. Дальше. Кто? Кто у нас герой? Кто у нас что-то делает? Рассказчик, который рассказывает от первого лица. Дальше. Что происходит? Какие события происходят? Да? Здесь как раз глаголы. Посмотрите. Он возвращается в Архангельск. Дальше отправляется. Дальше путешествует. Исследует, фотографирует, знакомится. С какой целью? Исследование деревянной архитектуры. Все. Понятно, что в этом повествовании главное у нас есть. Удобная вещь, если ребенок составит план. Итак, хотя абзацик маленький, план по нему составить можно. Итак, сначала еду по селам. И вот здесь хорошо, если он еще, работая сначала визуально, а потом аудиально, сохранит вот эту атмосферность, чтобы, то какие-то прилагательные все-таки сохранит. Окрестные села. Дальше. Исследую архитектуру. Древнюю архитектуру. Дальше. Делаю фотографии церквей. Каких? Деревянных церквей. Дальше. Знакомлюсь с картиной жизни. Какой? Жизни, народной жизни. Вот, конечно, вы скажете, что ну там перебор уже будет больше 70 слов. Нет, не обязательно. Если убрать, то получится совсем голый скелет, честно говоря, и вот это бедное содержание будет бросаться в глаза. Итак, составил план. Угу. Дальше пошли. Описание. Вот здесь, как я уже говорила, в описании очень важно, как движется взгляд описателя. То есть надо понять, с чего он начал описывать. И вот здесь как раз очень хорошо видно. Передний план. На празднике было много народа, красиво расположившегося отдельными группами. Тут медленно велся хоровод девушек. Там виднелись толпы парней с девушками. Вдали чернели избы. Итак, тут, там, вдали. Значит, отсюда получается так. Сверху вниз. Сначала он так вот смотрит. Так. Дальше. Снизу вверх. Нет. У него справа налево. Нет, у него просто вот тут и там. Это справа и слева нет. Но то, что взгляд его движется в определенной последовательности, это понятно. Составляем план. Праздничный день в селе – это общее. Дальше. Народ на празднике. Народ – это хоровод девушек. На них фиксировано внимание автора. И толпы парней с девушками. Дальше. Избы и церкви. И дальше толпы детей, которые вот
бегают прямо, да, перед ним. Таким образом, детали, общий день праздника в селе и детали народ, можно еще детальнее девушки, толпы парней, дальше избы и церкви, дальше толпы детей. План составлен, работаем дальше. Рассуждение. Конечно, здесь всего лишь 2 предложения, скажете вы, но это не меняет сути. Перед нами все равно рассуждение. И поэтому предварительная работа здесь такова. Задан вопрос, дан ответ. Что же здесь самое главное в этом рассуждении? То есть, что надо перенести в новый текст. Здесь нам хорошо поможет деление информации на новое и на данное. И мы знаем, что если предложение перед нами простое, то информация главная – это как раз в новом, и это чаще всего конец предложения. А в сложном предложении у нас, значит, вот это главное находится, значит, в сложном предложении в главной его части. А если перед нами вопрос, то в данном. Ну, я здесь уже продемонстрировала, как это работает. Итак, мы задаем вопрос. Что придавало событию важность? Отвечаем. Значит, данное это что? Да? Вернее, данное это придавало событию важность, это понятно. А новое скрывается в что? И это что мы перечисляем? Скромность людей, их красивые лица, полная жизнь, молчаливые низкие поклоны. Вопрос. Что чувствовалось во всем увиденном? Данное в увиденном чувствовалось. Новое – сердечность, сдержанность, уважение друг к другу. Ну а теперь давайте объединим. Итак, чем запомнился этот праздник? Задает вопрос наш автор. И мы говорим, что вот этот праздник запомнился отношением людей друг к другу, сдержанностью, скромностью, уважением, сердечностью. И вы скажете, а вот здесь уже, наверное, некоторые слова дублируют друг друга. Все верно. И поэтому здесь как раз-таки в этом ответе, чтобы не перечислять одинаковые или синонимичные качества, здесь как раз можно сократить. Итак, давайте посмотрим на ключи, которые вам тоже известны. Посмотрите. 3 микротемы, 3 абзаца, 3 микротемы. Значит, в первой микротеме, которая является повествованием, вот как раз сказано, я отправился, я исследую, я познакомился. Во втором, там, где у нас шло описание, да, народ, девушки водят хороводы, пары прохаживаются, веселятся ребятишки. То есть детали перечислены. И в третьем, пожалуйста, что было главным в этом празднике? Это скромность людей, их сердечное уважительное отношение друг к другу, то есть именно отношение людей. И вот это все 60 слов. То есть вы можете сюда добавить как раз вот те несколько прилагательных, да, они тут и есть, деревянная архитектура, северные окраины, да, праздничный день, нарядные девушки. Ну, к слову, пары можно еще добавить прилагательные, да. И еще несколько слов, а нам нужно всего лишь с вами передать 70 слов. Сочинение. Нумерация у нас поменялась. 9.1, 9.2, 9.3. Что здесь? Мы прекрасно понимаем, что сочинения в ОГЭ и в сочинении ЕГЭ они практически, ну, не скажу, что идентичны, нет, конечно, но очень похожи. Вот обратите внимание, я выделила те понятия, которыми сформулирована установочная часть для учащихся и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Итак, какими понятиями содержательного анализа текста мы оперируем? Смысл, аргумент, комментарий, пример, тезис. Какие умения востребованы от обучающегося? Понимать, рассуждать, формулировать, комментировать, аргументировать, приводить примеры. И задача одинаковая. Анализируя чужой текст, создать собственный текст. Конечно же, учащемуся 9 класса он не занимается проблематикой.
И поэтому так, видимо, сложно идет содержательный анализ уже в старших классах, когда ему нужно в тексте самому найти проблемы, которые ставит автор. Но сейчас не об этом. Просто я хочу сказать, что мы оперируем одними и теми же понятиями, востребованы одни и те же умения. Чуть-чуть есть разница, но на самом деле, работая хорошо, качественно в 9 классе на сочинение ОГЭ, мы тем самым готовим базу для обучающихся, когда они приходят в старшую школу. Лингвистические темы прошлого года. Обратите внимание, то, что было обозначено как 15.1. Лингвистические темы традиционно мало берут учащиеся, боятся этих тем. Но, тем не менее, я считаю, что темы были очень неплохие, особенно когда они вот так конкретно по местоимению или конкретно по синонимии, то есть или конкретно по бессоюзному сложному предложению. Если ребенок, в принципе, понимает, что такое синонимия, что такое местоименная замена, что такое точность слова, да, то его не должны напрягать подобные темы. Но, тем не менее, дети предпочитают обойти вниманием своим лингвистические темы. Для сочинения 15.2 были предложены следующие цитаты из текста. Посмотрите, текст Алексина, текст Шахназарова, текст Юрия Нагибина, текст Чаплиной, текст Алексина и текст Деникина. Но в любом случае, это работа с пониманием цитаты. То есть понимание информации, которую ты прочитал, извлек из текста. Такие задания есть в тестовой части. Такие задания будут в ЕГЭ тоже в тестовой части и в сочинении. И вот здесь-то у нас как раз и, как всегда, прогнозируются проблемы. Почему? Сейчас объясню. Вот это здесь, заметьте, какие были в 15.3, какие были темы. Ага, 2 раза повторила, что такое выбор, простите. Вот посмотрите, что пишет председатель предметной комиссии ОГЭ. Я выделила фиолетовым. Итак, какие проблемы прежде всего? Подбор не тех примеров иллюстрации. Дальше. Подбор в подборе аргументации. Далее. Определение понятия. Так? Итак, определение понятия, неверный подбор аргументации, неверный подбор примеров иллюстрации. Здесь, например, что такое выбор? Выбор – это обобщенное понятие. А ограничение понятия, да, выбор жизненного пути, или выбор еще чего-либо, с обобщенным понятием, с ограниченным понятием явно с учащимися не работают. И лучше всех жертвенность материнской любви, потому что это ограниченные понятия, не просто любовь, а материнская любовь и жертвенность. Здесь было им более-менее понятно. Так, 15.2 была особенность в том, что были даны большие цитаты. То есть, когда цитата маленькая, это одна сложность. Цитата большая, это сложность второго рода. И более того, поскольку давались обычно цитаты из конца текста, резюмирующие это рассуждение, то когда была дана цитата из середины текста, она тоже, скорее всего, само местонахождение сбила их, так сказать, с пути праведного. И в лингвистической теме, тут я еще хочу добавить, у меня есть претензии вообще к критериям, вообще любых, кстати, сочинений, хоть 15.1, хоть 15.2, хоть 15.3, отсюда у нас, видимо, столько четверок-пятерок, уж очень лояльно проверяются данные работы. Поэтому детям достаточно, например, указать какое-то языковое явление, указать какой-то аргумент и совершенно логически не привязывать его, пускай это делает сам эксперт. Примерно такая логика. Но баллы за это не снимаются. Итак, какие же умения востребованы в этих всех 3 видах сочинений? Итак,
понимать смысл. Понимать смысл. Или фрагмента текста, или понятия. Когда ты его понимаешь, ты можешь его интерпретировать, то есть истолковать свое понимание и написать его. Далее. Находить примеры иллюстрации или примеры аргумента. Заметили, что у нас в критериях этим сочинением вдруг появились разные термины. Пример, пример иллюстрация, пример аргумент. А какая разница, спросите вы? И поскольку понимается, во-первых, некие языковые средства в качестве примеров, некие средства выразительности в качестве примеров, некие смысловые части в качестве примеров, то получается, что ребенку нужно подобрать, так, поняв предварительно смысл цитаты, поняв, значит, установочную часть задания, интерпретировав верно, затем верно подобрать то, что нужно для решения задачи. И вот проблема, то, что я вот вам написала. Вот это суждение, которое он понимает, интерпретирует. Вот ему нужно подобрать аргумент, пример или пример, иллюстрацию. И вот что у нас проваливается, это серединная часть, логическая связь. Ну, давайте вот обратим внимание на то, с какими проблемами встретились эксперты с темой выбора. Итак, что такое выбор, в принципе, дети знают. Это принятие одного решения из множества вариантов, так? Но дело в том, что у нас и выбор – это слишком широкое понятие. И поэтому у нас может быть ограниченные понятия. Какие? Выбор жизненного пути, нравственный выбор, этический выбор, эстетический выбор, рациональный выбор. И вообще человек очень много совершает разных выборов. И тогда получается, что если ребенок, а вы знаете, что у нас есть такой метапредмет, значит, познавательное умение, это когда нужно уметь обобщающие понятия, да, ограничивать, или наоборот, ограниченные понятия обобщать. Вот если он такие мыслительные операции логически не совершал, поэтому для него сочинение является сложным. Он не понимает, про что здесь писать. Так, про виды примеров. Я попыталась написать, как я это понимаю, вы можете со мной не соглашаться. Так, если сказано, что 9.1 нужно выписать пример, то это просто типичный некий образец. И значит, его можно просто выписать. Выписать языковое явление, выписать средства выразительные, выписать. А вот когда мы работаем с примерами иллюстраций, с примером аргументов в задании 9.2, в задании 9.3, то здесь чуть-чуть сложнее. Итак, посмотрите, я так написала вам. Вот когда мы ссылаемся, что в данном тексте, да, мы можем проиллюстрировать чем-то, то мы как бы рукой говорим, посмотрите вот на эту часть текста, посмотрите. Вот этот объемный элемент текста, и в нем как раз вот эта вот история, да, она является иллюстрацией к чему-то. Выписать это сложно. 9.3. Пример, аргумент. Здесь. Это то, что нужно понять, извлечь из прочитанного. И поэтому здесь не посмотреть, а подумать. Разве вы не видите? Это же можно понять из прочитанного. Итак, пример, просто пример. Можно выписать. Иллюстрация. Сослаться и сказать, вот эта история является иллюстрацией к данной мысли. А когда аргумент, здесь нужно вычленить мысль из вот какой-то части, там значительной, возможно, мысль, тот самый аргумент, да? И это будет, возможно, одно только предложение. Примерно, я думаю, так. Хотя, еще раз посмотрев вот эти все критерии, я подумала, может быть, составители и не вкладывали какого-то сакрального смысла вот в разграничение. Пример, иллюстрация, пример, аргумент. Может быть и нет. Но, тем не менее, изменение терминологии в демоверсии, мы не можем на это не обращать внимания, потому что это может подвести нас и подвести наших детей. Итак, сочинение рассуждений на лингвистическую тему.
Ну, как я уже вам говорила, что у нас план сочинения, в общем-то, простой, вот, чтобы все баллы по нему получить. Значит, ребенок должен, во-первых, лингвистическую цитату понять, ее интерпретировать. То есть сначала вот она цитата, рассуждение в смысле высказывания – это как раз интерпретация, а дальше пример, аргумент в тексте, то есть вот этот пример, то, что можно выписать, и его роль. Пример, аргумент в тексте и его роль. Итак, у нас вот так и написано, видите, наличие примеров аргументов. И нужно их вытащить из текста, то есть их надо выписать и указать их роль в тексте. Ну, я полагаю, что наши дети не особенно получается у них с ролью в тексте, потому что вот работа с 11 классом, когда у нас сейчас изменили комментарий, пятибалльным сделали, и там нам нужно смысловую связку, так, то есть опять же речь идет о смыслах, о понимании, то есть о роли, да, какого-то аргумента, например. Вот здесь у них есть слабость, то есть выписать что-то они могут, да, даже пояснить могут, а вот связать уже, даже пояснить тоже. Боюсь, что вообще в этом году К2 в ЕГЭ ограничится только выписыванием примеров, как в ОГЭ. Боюсь, что пока будет так. Посмотрим. Итак, теперь давайте посмотрим текст, который нам дан. Сочинение рассуждения, раскрывая смысл высказывания Грани Генриетты Григорьевны, знаки, как и слова говорят, и мы их читаем вместе со словами, а иногда даже вместо слов. Итак, у нас здесь текст Леонида Пантелеева, текст повествования. И, конечно же, я села и сначала думала, а где здесь знаки? Знаков, конечно, много. Но дело в том, что нам нужно те знаки, которые заменяют слова. Это должны быть, безусловно, повторяющиеся знаки. И вот я покрасила вам голубеньким, да, голубеньким и желтеньким. Ну, многоточие. Сидела с этими многоточиями, пыталась понять, какие слова могли заменить эти. Ну, конечно же, я себя представила на месте ребенка. Что он может выжать из этих знаков? Ну, может быть, только из предложения номер 13, 14 и 38. Но для этого, вот чтобы объяснить, что за этими знаками скрывается, надо очень хорошо будет вчувствоваться в текст этого предложения. Я потом подумала, что, наверное, все-таки проще на более часто встречаемый вопросительный знак. Конечно, тут еще есть другие знаки, но вопросительный знак мне показался самым выигрышным в этом тексте. Итак, ну я здесь еще выделила предложение жирным, да, шрифтом, но тем не менее. Если вы с этим текстом уже работали, то, наверное, очень объяснять не надо. Давайте сейчас покажу, да, что у нас... так вот еще, да, ну, это то, что примерно я уже сказала, да, что надо обратить внимание, что знаки – это почти равно слова, да, и что же это значит? Что в системе языка имеют значение не только слова, но и знаки могут сказать тоже, что и слова. И вот какие у нас знаки есть? Многоточие, тире, двоеточие, запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, точка, точка с запятой. Теперь возьмите, вычлените эти знаки и скажите, а что они показывают? Ну, вот если много вот многоточий, много запятых, много точек с запятыми, много восклицательных знаков, что там прячется? И поэтому выписать, например, все точки, ну и что я с этими точками буду делать? То есть здесь надо было выбрать знаки говорящие. И поэтому здесь, конечно, лучше всего знаки, которые передают чувства. Мы знаем, умолчание передает чувства, да? Восклицание передает чувства. И, конечно же, вопросительный знак точно передает чувства. Вопросительных у нас было много, восклицательных нет, поэтому я
Решила, что это самый благодатный будет знак. Итак, неужели он не боится? Неужто ему не хочется бросить весла, зажмуриться, спрятаться? Какие чувства здесь скрываются у рассказчика? Как перевозчика? Где? Какого? А вот здесь какие чувства спрятались? Как же он может? Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как он может спокойно сидеть? А вот здесь какие чувства? И мы видим, что за одним и тем же вопросительным знаком скрываются на протяжении текста разные чувства рассказчика. Дальше посмотрим. Так, ага. Так, я, наверное, немножко убежала. Давайте еще развернемся. Итак, посмотрите. Ну, поскольку повествование, все равно ребенку сначала нужно понять, что он читает. И поэтому тип и стиль речи повествования. Так, дальше. Где? Ленинград. Река Нева. Не Санкт-Петербург. Дальше. Война. 41-45 год. Время. Предположительно утро или день. Кто? Мужчина. Мальчик-перевозчик. Пассажиры. Что произошло? Просто вот коротко, да? Во время переправы на другой берег Невы пассажиры лодки попали под осколочный дождь стреляющих зениток. Испугались все, кроме мальчика-перевозчика, чей отец недавно погиб здесь, на реке, от случайного осколка. Мальчик продолжил дело отца. То есть очень-очень коротко, вот прямо выжимку такого, что же здесь произошло. А потом посмотрите, как интересно поставлен здесь, простроен план текста. Составим этот план, и что мы увидим? Что здесь повествование построено на внешнем и на внутреннем уровне. То есть вот идет событийная часть, а затем рефлексивная часть. Итак, 1 по 15 предложение. Посадка пассажиров на лодку. Нам показано поведение мальчика, а дальше реакция рассказчика. Дальше 16 по 34 предложение. Вот это, собственно, зенитная стрельба. Опять же, фиксируется внимание на поведение мальчика и плюс реакция рассказчика. Далее рассказывается история отца мальчика, а дальше реакция рассказчика на эту историю. И на что больше всего обращает внимание автор? Итак, во-первых, поведение мальчика, во-вторых, на реакцию рассказчика. Именно вот на противопоставлении этих двух составляющих смысловых, собственно, построен весь рассказ. То есть многочисленные вопросительные знаки как раз-таки сопровождают мысли и чувства взрослого рассказчика. Мальчик у нас ведет себя тихо, спокойно, и поэтому там у нас запятые, точки, многоточия. Так, что я уже тут мимо пробежала, забыла. Почему я сделала вместе 9.2 и 9.3, вы понимаете, это абсолютно взаимосвязанное сочинение. Итак, значит, в 15.2 нам написано, что нам нужна интерпретация текста и нам нужен пример-аргумент. А вот, вот 9.2, да, нам нужен пример, иллюстрация. Итак, раньше нужен был аргумент, теперь пример, иллюстрация. Что вкладывали составители этого критерия? Ну что ж, напоминаю, иллюстрация. Посмотрите, аргумент, подумайте. Думаю, что так вот детям можно будет объяснить, что от них требуется. Итак, значит, подумайте или посмотрите. И тогда план сочинения, а заметьте, что в задании детям уже написано иначе. Просто два примера из прочитанного текста. И вот здесь не люблю я такие состыковки, что там говорить. То есть детям предлагается просто пример. А эксперт уже будет смотреть, иллюстрация это пример или не иллюстрация. Это пример-аргумент или не пример-аргумент. Итак, значит, тезис на основе цитаты и понятия в 9.2 и 9.3. Дальше. Развитие тезиса. Вы рассуждаете или о смысле высказывания, или определяете понятие. Дальше. В одном месте пример аргумент, в другом пример иллюстрация из текста. Еще один пример аргумент,
или иллюстрация из текста. И, разумеется, они должны быть логически привязаны, даны с объяснением, то есть это доказательная часть сочинения, рассуждения ребенка. Как звучит задание номер 9.2? Напишите сочинение, рассуждение, объясните, как вы понимаете, смысл финала текста. И вот здесь, в этом маленьком тексте, здесь получается, детям дали большую цитату, мы должны тоже увидеть здесь что? Ну, во-первых, то, что мы называем оппозиция. Казалось, оказалось. Вот этот рефлексивный момент рассказчика, он прямо делит пополам вот это вот свои мысли. Что он ожидал от мальчика, казалось, и то, что он видит, оказалось. Но, к сожалению, я думаю, что вот так работать с любым текстом в 9 классе, не знаю, получится ли нет. Конечно, можно показать этот прием работы с оппозицией, потому что вот такие примеры оппозиции, они вообще у нас работают в публицистических текстах, даваемых на ЕГЭ. Там вот эти антитезы, то есть противопоставление смысловых частей, а это именно оппозиция смысловая, это понятно, да? Вот здесь как раз очень удобно, очень уместно писать рассуждение, как раз смысл увидев в том, что ожидал наш рассказчик и что он увидел. Вот в этом, собственно, и скрывается замысел автора Леонида Пантелеева. Ну, а в тексте задание номер 9.3 у нас работа с понятием. Ну, здесь мы, как говорится, встречаемся с другой сложностью. Ребенок должен дать определение понятия. Но как показывают наши результаты итоговых сочинений, какое бы тематическое направление нам не давали, кстати, коллеги, может быть, вы слышали последнюю новость, что задумались над тем, что 6 лет пишем итоговое сочинение, что пора прекратить давать нам тематические направления заранее, то есть в начале сентября, потому что в это время начинают плотно работать некие ресурсы, которые дают заготовки на любое тематическое направление, на любое используемое понятие, и дети перестают мыслить, они начинают только что использовать эти заготовки, которые мы потом встречаем из сочинения в сочинение, о чем, кстати, я вот скажу, когда мы с вами будем анализировать итоги перепроверки итоговых сочинений прошлого года. И вот как раз-таки работая с понятиями в итогах сочинения, вот такие понятия, как смирение, такие понятия, как великодушие, особенно показало, как наши дети очень-очень мало понимают значение таких слов, как храбрость, любовь, дружба, справедливость, неважно. И поэтому вот это задание 9.3 еще в 9 классе, казалось бы, уже должна была быть проведена содержательная работа над очень многими такими понятиями, но, как показывает 10-11 класс, когда мы пишем сочинение в формате итогов с детьми 10-11 классов, мы видим, что это не отработано. И вот здесь я предлагаю алгоритм, который может сработать. Итак, первое. Построить хотя бы одно словосочетание с этим словом «смелость», чтобы просто понять, о чем речь, потому что мы не забываем о таком явлении, как паронимы. Да? Итак, ребенок говорит «смелость», «смелый поступок», «смелый там мальчик», «смелый человек», неважно. Все, уже ограничил он это понятие. Дальше, подобрать синонимы. Что такое смелый? Бесстрашный, там, отважный, там, может еще какие-то слова. Да? Хорошо еще, если он подберет антоним тут же, да, чтобы вот это подтвердила его в правильности подбора слов. И вот только после этого мы даем собственное определение. Итак, смелость, а ость – это всегда проявление качества человека, у нас только про качество людей дают. Это проявление бесстрашия, отваги в поступках человека.
То есть, если вы дали определение, то теперь, тезис – это, собственно, тезис. Тезис – это всегда утверждение, которое требует доказательства. И, в принципе, в задании 9.3 от вас теперь требует написать сочинение в подтверждение этого вашего тезиса. И вам теперь в тексте надо найти доказательства. Но, заметьте, в тексте может быть не доказательство смелости, а наоборот, может быть текст как раз целиком посвящен какому-то трусливому поступку. Это не должно нас пугать, и детей тоже, потому что можно вот использовать этот аргумент, вот эту историю о трусливом поступке, привязывая его к смелости. Итак, что можно написать? Смелость – это проявление бесстрашия, отваги в действиях и поступках. Это качество, которое необходимо как в мирной жизни, так и на войне. И пример из текста. Автор рассказывает нам историю мальчишки, отец которого погиб, работая на перевозе во время войны, мужчина убил осколок. Ну и там ссылочки идут на предложение. Так, а потом жизненный пример. Но если бы, предположим, был текст о трусливом поступке, то, говоря о трусливом поступке, ребенок может сказать: а вот если бы вот этот мальчик проявил бы смелость, если бы вот он сделал то-то, он бы спас бы вот этого человека, или там спас животное, или изменил ход событий какого-то, да, то всегда можно, то, что мы называем антипримером, да, можно привязать к тому понятию, которое дается в задании 9.3. Таким образом, значит, самая главная проблема, мне кажется, это то, что нужно дать определение, а вот уже привязать логически пример из текста к данному тобою, значит, определению, понятия, вот это будет главная задача. Найдя один пример, найди пример этого же в жизни. Но тут может подвести другая вещь. К сожалению, жизненный опыт наших детей не столь богат, как мы иногда думаем об этом. И они, может быть, в своей жизни не встречались, например, с бесчеловечностью. Вспомните текст о фотографиях, да, о письмах, вернее, да. Может быть, они тоже не встречали пример какой-либо смелости чьей-либо, не проявляли сами такое качество характера. И вот здесь чаще всего, конечно, дети пытаются или по аналогии с автором текста создать какой-то виртуальный пример, которого в жизни не было, но они пытаются строить по аналогии, показав, что, мол, вот это был жизненный пример. Ну что ж, коллеги, я полагаю, времени прошло более чем достаточно. Может быть, я осветила не все, значит, ожидаемые трудности наших обучающихся в тестовой части, в части номер 1, в сжатом изложении, и в части номер 3, написание сочинений 9.1, 9.2, 9.3. Ну, постаралась для вас быть максимально полезной. Спасибо за внимание. До следующих встреч.